У меня множество ответов на всякие вопросы неверующих. Ответы, в поисках которых множеству философов не хватало жизни и не хватит, не осознав цену любви ко Всевышнему. Я не зацикливаюсь на достигнутых знаниях. Ими я делюсь и приобретаю новые. И я знаю, что за это мне воздается милостью Всевышнего. Я мусульманин и знаю, все, что я делаю, последует обязанностью от меня отвечать за это после смерти, отвечать за каждый шаг, за каждое слово, за намерение, деяния. Я знаю, перед едой произнося «Бисмиллахи рахмани рахим», пища для меня благословенна, иншаллах. И подносить еду ко рту правой рукой тоже для меня важно. Знаю, с появлением моей религии мои братья и сестры-мусульмане претерпели множество бед. И знаю, что проходили они через это со стойкостью, потому что знали, это испытание Всевышнего. Я знаю, что я никто, чтобы проявлять недовольство желанию Аллаха. Я знаю, что смиренным открыты двери в рай. Алхамдулиллах. На протяжении многих веков атеисты придумывали всякие формы мировоззрений и обращений к придуманным божествам, лишь бы человек не выбрал Всевышнего. И в большем смысле не они в этом виноваты. Некоторые посчитали бы виновными родителей или общество. Но и они, в свою очередь, не распознали смысла существования. И так далее. Я мусульманин, и я знаю, что Иблис, сатана, которому вечно гореть в аду, напускает на малобожных людей своих джиннов. Кстати, их существование для многих сказка. Это заблуждение, над которым проработал Иблис множество тысячелетий. И обычному человеку трудно бороться с его знаниями, накопленными за столь большое время. Я мусульманин, и я счастлив. И когда над моей верой кто-то смеется, я знаю, что его душа смотрит на меня с завистью, а сатана в нем ненавидит меня. У меня есть разум, чтобы жалеть таких людей. У меня есть ум, чтобы вывести их на верный путь. Я знаю, что болезнь для меня испытание, пусть и заканчивается она иногда смертью. Лишь бы хватило терпения любви к единому Аллаху, чтобы я держался достойно. Знаю, что проходит радость и грусть. Я знаю, что люди, которые ненавидят мою веру и все, что с ней связано, смирясь с этой ненавистью, стараются ввести меня и моих мусульман в заблуждение, говоря, что гарантируют мне рай, если я исполню их требования. Конечно, мне жаль, что среди уммы моего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, находятся такие, которые слишком наивны. Понимающие ценность любви ко Всевышнему, понимают, что неся горечь и слой своей уммы, нельзя достичь высшую награду – рая. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И я не попаду в рай, если Аллах не смилостивится надо мной». Не надо мне говорить про всякие гарантии и про билет в рай. Я это усвоил, я это понял. Это нетрудно, проходя мимо кого-нибудь, пожелать ему или ей удачного дня или здоровья. Или сказать «Ассаламу алейкум», что значит «мир вам». И мне приятно слышать в ответ «Ва алейкум ассалам» и «Вам мир». Моя религия не имеет ничего общего с насилием. Это для меня естественно, чтобы все время упоминать об этом. И пользующийся голос Иблиса велит жалким людям доказывать обратное. Я не могу быть подлым, лжецом, а неверующий может. И для человека важна сладкая речь, чем жесткая правда, приятный вкус которого понимаю лишь я, мусульманин. Каждый психолог согласится, что воздействовать на человека легче, если говорить ему то, чего ожидают его фантазии, желания, говорить то, что ему ближе. Иблис развил среди многих обществ любовь к мирской жизни, не к той жизни, в которой нужно трудиться,
не к той жизни, в которой нужно беречь друг друга, а к той, где нет необходимости утруждать себя, помогая другому. Нет необходимости любить Всевышнего, где можно удовлетворять свои жалкие похоти, где гнев и злость выплескиваются в сопровождении физического насилия. Так ведь легче, чем устоять и быть терпеливым. Я ведь могу добиваться рая, неся радость своим братьям и сестрам простыми словами. Всевышний Аллах даровал мне зрение, которого многим хотелось бы. Всевышний Аллах даровал мне здоровье, лишь бы я его берег. Даровал мне чувство свободы от простого дождя, от солнечных дней. Меня окружает чудо, которого человечество не повторит никогда, пусть даже и посвятит этому все свое существование. Передавая нам слова Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, как лучше обращаться ко Всевышнему. Моей молитвой я могу просить мира для других, и мне воздается за это милостью Всевышнего. Свидетельством многочисленные хадисы. Человеческое понятие эгоизм в каком-то смысле относится к каждому из нас. Каждый делает все для себя. Делая кому-то добро, я строю себе дорогу в рай, делая зло – в ад. Но не стоит быть эгоистом, высокомерным и подлым. Впрочем, это понятие придумал не муслим. Я знаю, что если буду считать себя выше другого, то подготавливаю себе дорогу в ад. Многие думают, что в аду Иблис будет контролировать процесс мучения попавших туда. Я повторюсь. Иблис – предводитель всей нечисти. Существо, которое противилось Слову Всевышнего, будет среди тех, кому придется мучиться за свои деяния вечно. Но пока Аллах дает ему возможность стараться вводить нас в заблуждение, чтобы испытать нашу любовь к себе. Иншаллах. Нам хватит смелости перебороть свои страсти. Единственный страх перед смертью – это неуверенность, что попаду в рай, а чего боится неверующий. Альхамдулиллах, я живу счастливо. Замечаю естественный смех детей. Замечаю единое согласие между решениями двух людей. Замечаю, что кто-то доволен, что именно так он прожил свои прошедшие годы. Если у меня тяжелые моменты в жизни, нет необходимости, не стоит закрывать глаза на действительность, сжимая веки тяжелой пьянительной смесью. Все равно ведь это остается. Рано или поздно мы находим решение. Я знаю, что могу добиться рая, не убивая собой подобных. Зачем мне подаваться в смертники, если убранный с дороги камень записывается как благодеяние? Иншаллах. Если мне скажут, что ислам ничто и порвут передо мной Коран, я выйду и докажу обратное. Пусть результат будет требовать моей смерти. Я знаю, что мой пророк не Бог, а раб и посланник Всевышнего. Я не ищу идеалов в современном мире. Мой идеал – мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха. Ашхаду алла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммаду расулуллах.